Давным-давно древние люди и племена были уверены, что их предки – звери и птицы. Они очень трепетно относились ко всему живому на земле и считали, что даже у самой маленькой травинки есть душа. До наших дней дошли названия целых народов, древних обычаев, песен и сказаний, созданных по наименованиям животных и растений того времени. Это говорит о том, что когда-то человек жил в гармонии с природой и не вредил ей. Но время испортило человека. Он стал истреблять животных, вырубать деревья, уничтожать растения и насекомых. Человек начал вредить природе. Теперь часто можно услышать по телевизору и прочитать в газете и интернете такие слова, как разрушение экосистемы, антропогенный ландшафт, вымирание видов. Мы часто слышим о том, как экологи бьют тревогу. Они говорят, что ежегодно исчезают многие тысячи видов растений и животных. Некоторые их виды появляются и исчезают еще до того, как ученые смогли бы их открыть и записать в Красную книгу. А это значит, что человечество никогда не узнает о том, что они были, и о том, что их не стало. Хотя всему живому на Земле есть свое место и предназначение. Свое предназначение есть и у человека – жить, не вредя природе. Поэтому еще в прошлом столетии люди разных стран мира решили объединиться в деле охраны природы и создали Международный союз охраны природы. Союзом было решено создать Красную книгу, в которой был опубликован список вымирающих видов животных и растений. Книгу эту назвали «Красной», потому что красный цвет – это сигнал запрета, понятный людям всей Земли. Теперь своя Красная книга есть почти в каждой стране. Эти книги с каждым годом становятся толще, но не только потому, что животных и растений, которым грозит вымирание, становится больше, но и потому, что каждый день ученые открывают их новые, пока еще неизвестные никому виды. У нас в Кыргызстане тоже есть своя Красная книга. Ведь мир растений и животных в нашей стране очень разнообразен и нуждается не только в нашей заботе и охране, но и в новой информации об его обитателях. Для того, чтобы в нашей стране как можно больше знали о значении экосистем и жизни вообще, специалисты экологического движения «Биом» совместно с другими экологическими организациями при поддержке природоохранного фонда «Кейдарен» из Японии собирают вместе известных и молодых ученых, экологов и журналистов, учителей и студентов, жителей сел и городов. Сообща они обсуждают возможности привлечения внимания каждого из нас к проблемам сохранения экосистем и повышения уровня знаний о них. Вот что сегодня говорят авторы и известные ученые о нашей Красной книге. Сократится ли Красная книга и не превратится ли она в Черную книгу? Это зависит в большей степени, наверное, Нет, тут очень важно, конечно, деятельность и активность республиканского государственного органа по охране окружающей среды, но очень много зависит от вас, потому что в конечном счете зависит от менталитета и культуры наших граждан. Нет у нас сил таких в стране сейчас, чтобы охранять именно конкретно, скажем. Только надеяться на то, что граждане наконец-то станут сознательными и перестанут нарушать закон. Нужно сказать, что Красная книга как бы не очень правильно воспринимается и общественностью, и, можно сказать, правительствами, так сказать, большинства стран. Это превратилось в некоторый род, так сказать, соревнования, презентации, начинают там роскошно издавать, красочно, это все, конечно, хорошо. Но на самом деле Красная книга – это рабочий инструмент, это прежде всего приложение к списку, который утверждается правительством, списку красных видов Красной книги. И тут указаны не только, так сказать, сведения, но и меры по сохранению этого вида. И это, вообще-то говоря, так сказать, как бы руководство к действию. И вовсе не повод для того, чтобы, так сказать, хвастаться друг перед другом, что там между странами, у кого там красочнее все это издано. Красная книга Кыргызстана долго не переиздавалась. За это время в природе нашей страны произошли изменения.
И хотя Международным союзом по охране природы было решено внимательно изучать изменения, происходящие в природе, и вносить новые данные в Красную книгу, у нас в Кыргызстане это происходит только сейчас. А ведь увеличение видов животных и растений, включенных в Красную книгу, является индикатором, который сигнализирует о неблагополучии во всех взаимоотношениях между человеком и живой природой. Участники семинара сохранения редких и исчезающих видов животных и растений Кыргызстана поставили перед собой непростую задачу – найти способ привлечь внимание людей и правительства к нашей Красной книге и ее современному изданию. Но только обсуждать и призывать мало, нужно что-то делать самим. Уже сегодня необходимо на международном уровне вовлекать больше заинтересованных организаций, готовых содействовать сохранению экосистем Кыргызстана и мира. На государственном уровне расширять площади природоохранных территорий и реализовывать государственные программы по сохранению экосистем. На уровне местных сообществ, школ, общественных организаций необходимо создавать сети добровольных дружин, друзья видов Красной книги, школьные лесничества, общественные заповедники. Эту модель создали ученые Национальной академии наук совместно со специалистами экологического движения «Биом». Она позволяет помочь сохранению развитых лесных экосистем и привлечь внимание к решению проблем восстанавливающихся экосистем. Все эти виды экосистем крайне нуждаются в охране. Зрелые сообщества, потому что они создают среду жизни, а восстанавливающимся необходимо дать возможность достичь зрелого состояния. Ведь именно зрелые сообщества выполняют невидимую для окружающих, но очень важную работу. Они создают условия для благоприятного существования всех живых существ. Они выполняют экосистемные функции. Примером таких невидимых функций может быть работа пойменных лесов по защите прилегающей к ним территории. Разрастаясь вокруг реки, они снижают скорость речного потока, разбивают его на несколько ручейков и тем самым снижают разрушительную силу реки. Кроме того, они формируют большую область естественного увлажнения, что помогает бурно развиваться в природе на этих участках. При отсутствии таких лесов река углубляется, ускоряет свой сток, усиливается ее разрушительная сила. Для того, чтобы определить, какой лес перед вами, специалисты разработали такую модель. Если на лугу вы найдете большие участки нескольких растений, которые нарисованы на зеленом поле памятки, например, мятлика лугового, ежесборной или другого растения, то такой луг можно считать зрелым сообществом. Если же в дикой природе вы встретите большие площади разрастания нескольких растений, нарисованных на оранжевом поле, например, щавель конский или шиповник, то это говорит о том, что лес или луг находятся в неблагоприятном состоянии. Это восстанавливающееся сообщество, и на него воздействует чрезмерный уровень антропогенной нагрузки. Еще одной проблемой, внимания которой хотят привлечь экологи, стал природный фильтр нашего любимого озера Иссык-Куль. Иссык-Куль со всех сторон обрамлен чередой гор, и таким образом он расположен как бы в огромной чаше. Поэтому любое загрязнение, которое попадает в Иссык-Кульскую область, непременно стекает в наше озеро. Так загрязнители накапливаются. А как же проходит процесс очищения? Ведь наше озеро до сих пор считается одним из чистых озер мира. Удивительно, но сами песчаные пляжи, особенно неприглядные с виду болота и дикие облепиховые заросли на побережье озера, и есть механизм очистки вод Иссык-Куля. Именно здесь, в экосистемах облепиховых зарослей и заболоченных участков, обитают множество полезных микроорганизмов, которые образуют своеобразный живой фильтр. Об этом многие не знают и уничтожают живой фильтр. Владельцы пансионатов и жители прибрежных городов и сел избавляются от заболоченных участков и зарослей облепихи. Чтобы сохранить наше озеро чистым, надо остановить разрушение его живого фильтра. Экологи уверены, что на берегу озера Иссык-Куль туристические и пляжные зоны должны чередоваться с дикими экосистемами. Каждое существо – это центр мироздания, говорит известный эколог профессор Шукуров. У каждого существа своя природа. Все существа слагают мироздание друг для друга. Мироздание общее и единое для всех именно потому, что каждое существо включено в сферу мироздания каждого. Тем самым каждое существо – это весь мир. Давайте прислушаемся к этим словам и попытаемся почувствовать, понять и сберечь все это разнообразие миров. И тогда наш мир станет богаче, и жизнь наполнится смыслом. А смысл жизни в том, чтобы она продолжалась.